Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. 1 человек погиб и 7 попали в больницу в результате отравления угарным газом в Амгинском районе Якутии. Согласно предварительным данным, в холодном отсеке гаража мужчины подключили 2 бензиновых генератора. Мужчины находились в соседнем помещении, дверь в которое не была полностью закрыта. Предположительно, в помещение проник угарный газ, что повлекло смерть одного из них. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. При землетрясении в Турции погибло около 6 тысяч человек, ранены более 30 тысяч. В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Как сообщила ИСИА, руководитель якутской диаспоры в Турции Матрена Егорова, на данный момент якутян среди пострадавших нет. Трясти начало за 10 дней до большого землетрясения. Сперва по 10 минут, потом по полчаса. И с каждым разом амплитуда увеличивалась. Я работаю по якутскому времени, поэтому уже в 3 часа ночи почувствовала что-то неладное. Потом зашла в социальные сети и группы в мессенджерах. Увидела, что везде, вот рядом в южных городах, началось землетрясение. Российские организованные туристы в Турции при необходимости могут воспользоваться горячей линией Ассоциации «Турпомощь». Телефоны вы видите на экранах. Те, кто путешествует самостоятельно, могут обратиться в Департамент ситуационного кризисного центра МИД России. Полиция Якутии начала крупную профилактическую кампанию по дистанционным мошенникам. В Якутске задействовано свыше 700 сотрудников. Они проводят поквартирные обходы. Такие же мероприятия идут во всех муниципальных районах республики. В ведомстве пояснили, что у якутян нет психологической устойчивости к манипуляциям со стороны телефонных мошенников. За прошлый год жители Якутии обогатили злодеев на 256 миллионов рублей. Только за первый месяц 2023 года от действий дистанционных преступников пострадали уже 147 наших земляков, добровольно перечислив им свыше 34 миллионов. Безответственная 41-летняя жительница Якутска пришла в торговый центр с детьми, чтобы совершить кражу. Установлено, что женщина пришла в магазин с детьми и, находясь в торговом зале, она положила в коляску несколько детских вещей и спрятала их под верхнюю одежду. На кассе же женщина расплатилась только за недорогую детскую одежду и вышла из магазина. Общий материальный ущерб составил более 12 тысяч рублей. Еще одна кража произошла в столице республики. Тут безответственно поступили оба действующих лица, и потерпевший, и злоумышленник. 31-летний злодей увидел спящего в алкогольном опьянении потерпевшего в подъезде многоквартирного дома. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, и не заметив камеры наблюдения, он вытащил из кармана потерпевшего 7 тысяч рублей. Похищенное успел потратить, но по статье кражи ему может светить 5 лет лишения свободы. Продолжает блок безответственности и краж 35-летняя бывшая работница магазина. Ранее судимая за избиение женщина проработала в торговой точке неделю. Она знала, где хранятся деньги, похитила их и больше не выходила на работу. Около 40 тысяч рублей были потрачены на алкоголь и другие расходы. На этом пока все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.